Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатульна. Вот о чем сегодня расскажем. Рекордные осадки. В выходные всю республику накрыл мощный снегопад. В второй половине такое количество снега – это удивительно. На моей жизни я не помню. Когда ждать настоящую весну, узнала Вероника Гайнутдинова. Рожденные в Татарстане. Персонал вообще очень хороший, все девочки по любому вопросу обращались. Вынужденная переселенка из Луганска родила сына в Набережных Челнах. На выписке побывала Гульнара Миниханова. Чтобы татарский язык знали все. Был текст на экране, его нужно было прочитать, и искусственный интеллект его распознавал и говорил. Цифровой хакатон прошел в Казани. Чем удивили школьники и студенты, расскажет Радик Фархулин. Мощный снегопад, который накрыл всю республику в минувшие выходные, принес северный циклон. Впереди еще 2 дня метелей. В Казани за воскресенье выпало 27 миллиметров осадков, а за 17 дней апреля более 60 миллиметров. Это 2 месячные нормы. За всю историю метеонаблюдений такого не было, говорят в гидрометцентре. И температура воздуха сейчас ниже климатической нормы. Как снегопад повлиял на паводок в республике? Скажется ли он на посевных работах и ждать ли настоящей весны? Ответ искала Вероника Гайнутдинова. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Снег в апреле не редкость, говорят метеорологи. Только в таких количествах в середине весны он не выпадал давно. Только в 2011 году за 2 недели было 45 миллиметров осадков. Снег тогда шел даже 24 апреля. На 9 мая вот муж у меня принимал в эстафете ко Дню Победы в 70-м году, по-моему. И такой вот был буран, снег с дождем, как эти дни, вот как вчера. Зима уже действительно нас долго не покидает. Хочется уже весеннего тепла, радости и солнца. В апреле во второй половине такое количество снега – это удивительно. На моей жизни я не помню. Уже на прошлой неделе была теплая погода. По словам синоптиков, плюс 15, плюс 20 градусов тепла в некоторых районах. Шел дождь с громом, молнией. И тут как снег на голову вернулась зима. Снег в республику принес северный циклон. Осадков выпало очень много. Например, в Казани выпало 27 миллиметров осадков, что где-то около 80% нормы составляет. А в Арске 36 миллиметров осадков. Это больше месячной нормы. Предстоящие сутки мы пока еще остаемся под влиянием этих активных фронтальных разделов. Ожидаем осадки. На Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах продолжается ледоход и повышается уровень воды. Что касается более маленьких рек, то можно сказать, что на большинстве из них пики уровней уже пройдены, то есть максимальные уровни достигнуты, и наблюдается спад. Исключением составляют 2 реки, это Вятка и река Иш, которые являются северными реками, и там процесс половодья, он несколько отстает. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС паводковую ситуацию держит на контроле. Накануне вода ушла в селе Мульма Высокогорского района. Сегодня из-под воды вышли 3 низководных моста и 1 участок дороги. Выпавший снег на уровень воды не повлиял. По состоянию на 18 апреля в Татарстане остаются подтопленными 63 приусадебных участка в 9 муниципальных образованиях и 1 низководный мост в 1 муниципальном образовании и 8 участков автомобильных дорог в 5 муниципальных образованиях. Во всех случаях жилые дома и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают. Снегопад отсрочил выход в поле агротехники как минимум на неделю. Снег и температура ниже климатической нормы только положительно влияет на корневую систему озимых. Гораздо хуже было бы, если бы сейчас была бы очень жаркая погода, и корневая система у растений не успела бы так сильно развиться. А вот постепенная весна, она уже, если будет переходить на постепенное потепление, оно даже будет очень положительно сказываться на дальнейшем развитии растений. Но самое главное сейчас, после схода снега, как немножко только подсохнет, необходимо провести боронование посевов по сходам, чтобы убрать больные растения, чтобы инфекция дальше не распространялась на здоровые части растений. Завтра синоптики обещают дождь, мокрый снег и туман с ухудшением видимости до 500 метров. Из-за низких температур на дорогах может быть гололедица. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными. Теплую погоду без осадков синоптики обещают только во второй половине недели. Вероника Гайнутдинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
В Набережных Челнах сегодня выписали новорожденного Сашу Павлова и его маму. Из Луганска семья приехала 2 недели назад. Решили поселиться в Автограде, здесь живут их родственники. Новорожденный мальчик – второй ребенок в семье. Сейчас малыш и мама дома осваиваются в уже родных стенах. Александр – так назвали ребенка, родившегося в семье вынужденных переселенцев из Луганска. Мальчик появился на свет ночью 14 апреля в Камском детском медицинском центре. Под тихую и спокойную обстановку семья вновь воссоединилась. Их 13-летняя дочь Мария не может сдержать слез. А глава семейства Сергей как никогда серьезен. Еще месяц назад молодые родители на машине под обстрелами бежали в Россию в надежде найти здесь убежище и мир для детей. Дорогу сравнительно хорошо. Все хорошо. Да. Почему приняли решение уехать? Сложившаяся ситуация, у нас там тяжелая обстановка. Стреляют. Поэтому приняли решение, что нужно ехать из-за детей. Больницы на данный момент не работают. Нет ни воды, ни газа, ни света. Ехать или нет? Такой вопрос у семьи Боровиковых, Павловых, как и у тысячи переселенцев, не стоял. Выбор пал на Набережные Челны. Здесь живет сестра Юлии. Они приехали ко мне, жили у нас. Потом сняли квартиру, переехали. Жили одной большой дружной семьей. Все хорошо. Я здесь 8 лет живу. Я их 8 лет не видела, не знала. Конечно, я рада. Несмотря на длинную и трудную дорогу, роды прошли хорошо, рассказывает Юлия. Все доброжелательные, персонал вообще очень хороший, всегда помогали, всегда входили в положение. Сейчас в нашей республике ждут появления на свет еще 2 детей, у которых в паспорте будет указано место рождения не Луганск, а Татарстан. 14 апреля родился потрясающий мальчик, которого родители назвали Александр. На доношенном сроке весом 3,910 грамм, рост 53 сантиметра. Потрясающий ребенок, здоровый. Самое главное. Глава семейства работает, чтобы прокормить большую семью. В далекое будущее они не заглядывают. Если их дом в Луганске останется целым, они намерены вернуться обратно. Что с вашим домом, там, понятно? Еще нет, но уже в дом прилетело. Да, именно в наш дом, но что с квартирой, никто не знает, потому как связи там сейчас нет. Я себя чувствую, нормально. Я плакала, от счастья, скорее всего. Что весь этот путь пройден, и все наконец-то хорошо. Мне очень нравится, повторюсь же, я особо домой не хочу, мне здесь больше нравится. Пока молодые родители радуются улыбке малыша и спокойны за его будущее. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. 500 000 рублей было собрано сразу после выхода нашего репортажа для Амелии Шагиевой. Напомним, у 6-летней малышки редкое генетическое заболевание. По словам мамы, это единственный ребенок в России с дефицитом D-бифункционального белка. Страшный диагноз ей поставили в 2018 году. Сразу после выхода нашего репортажа один из благотворителей, который пожелал остаться неизвестным, перевел семье 100 000 рублей. Жители Татарстана переводили по 3, 5, 10 тысяч. Так за сутки было собрано 500 000. Напомним, Амелию ждет операция в Польше, и до 18 мая Шагиевым нужно собрать 4,5 миллиона рублей. Не хватает 2 300 000. Сбор открыт. Сегодня мама Амелии позвонила в нашу редакцию и поблагодарила всех, кто откликнулся. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые оказали нам помощь в столь непростое для всех время. Вы помогаете нам двигаться вперед. Вы помогаете нам осуществить нашу мечту, чтобы мы как можно скорее сделали операцию нашей дочери Амелии. Большое вам огромное спасибо. В Татарстане уже почти месяц. Количество заболевших коронавирусом держится на одном уровне. За сутки выявили 245 новых случаев. Спад наблюдается и среди детей – 17 за сутки. От ковид скончались 4 человека, сообщает Республиканский оперативный штаб. За прошедшие сутки в Татарстане привились около 1000 жителей. По данным Федерального штаба в России, впервые с октября 2020 года за неделю от коронавируса умерли менее 2000 человек. Накануне в стране выявлено менее 10 000 заразившихся.
Сегодня Рустам Минниханов в Казани осмотрел объекты в историческом центре города. Президент Татарстана посетил присутственные места в Казанском Кремле. Здесь с 2016 года идет большая реставрация. Уже развернулись точки общепита, универсальные выставочные пространства, лекторий, офисы, книжный магазин, визит-центр, музей. Покрытие там поменять, может быть, какую-то зелень, может, какой-то фонтан. Вообще, это очень красивое место. И сюда люди должны заходить, там, чай попить. Капушки наши должны... Да, вот у нас есть предложение по террасам, в том числе для предпринимателей. Да, стандартные там мебельные тоже посмотрели. Именно вот эти верхние, эти как-то можно террасы использовать под это. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. Одну из скульптур Александра Сергеевича Пушкина недавно обнаружили жители казанского поселка Аракчино. Памятник находится на территории бывшей школы, и он заброшен. Местные жители обратились в органы власти с просьбой о его восстановлении. Памятник обследовали скульпторы, а на площадке прибрались сотрудники Русского национально-культурного объединения и культурного центра имени Пушкина. В каком сейчас состоянии скульптуры и куда хотят перенести памятник Пушкину, знает Вероника Ганудинова. О существовании этого заброшенного памятника Пушкину активисты узнали совсем недавно, после того, как в Русское национально-культурное объединение обратились жители Аракчино. Сотрудники решили съездить сами и заодно провести генеральную уборку. Каково же было удивление, когда увидели эту картину. Когда мы сюда приехали, я была удивлена, что тут не просто природа. Здесь, подсобное хозяйство рядом с этим памятником. Это, конечно, удручает. Когда это все происходит рядом вкупе с памятником, которые... Памятники просто так тоже ведь не ставятся, да? Они ставятся людям, которые внесли свой вклад какой-то в развитие, в государство, человечество. Сейчас здесь конный клуб. Вокруг памятника Пушкину загон с лошадьми. Раньше это была территория 74-й школы, которая потом закрылась. Как получилось, что школьный двор превратился в конный, еще предстоит выяснить. Известно, что памятник Пушкину появился здесь в 1956 году. Скульптор Аполлон Мануилов. Когда-то здесь имевшаяся воинская часть шефствовала над данной школой и детским садиком, который здесь был. Руководитель данной воинской части организовал постановку этих скульптур. В Русском национально-культурном объединении говорят, в Казани только 2 памятника Пушкину в полный рост. Первый – это всем известный в центре Казани, около театра оперы и балета. Второй, как оказалось, здесь, в Аракчино. Сейчас решается вопрос о восстановлении памятника. По словам скульптора, при демонтаже он может просто развалиться. Чтобы сохранить скульптуру, ее нужно воссоздать заново. Конечно, плачевно. Уже идет разрушение самого бетона изнутри. То есть материал изжил себя. Тут нужно полное восстановление, воссоздание памятника. То есть на основе того, что есть, все, что уцелело, нужно замерить, отфотографировать. Думают и над тем, куда перенести памятник. Этим вопросом сейчас занимается администрация Кировского и Московского районов. На данный момент мы прорабатываем вопрос о переносе этого памятника на территорию гимназии номер 50. Ну и, естественно, с работами по его реставрации и восстановлению. Здесь сейчас самое главное определить, из каких средств это будет происходить, то есть источник финансирования, и определить со сроком. Воссоздание памятника Пушкину может занять до полугода. Скульпторы предлагают сделать его из бронзы. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня совещание в мэрии Набережных Челнов началось с минуты молчания. Сотрудники исполкома почтили память скоропостижно скончавшегося главы администрации Центрального района Искандара Галимова. Ему был 61 год. Мужчине стало плохо во время Авачинского лыжного марафона, который ежегодно проходит на Камчатке. Его экстренно доставили на спортивный комплекс в Петропавловске-Камчатском, где дежурил реанимобиль, но спасти не удалось. Сейчас выясняются причины смерти. Искандар Галимов руководил Центральным районом Автограда с 2012 года. До этого он работал учителем физики и директором школы. Тело доставят в Набережные Челны 20 апреля. Информация о дате, месте и времени прощания будет объявлена позже.
До конца учебного года в детских садах и школах Нижнекамска не повысят цены на питание. Работа с основными поставщиками и производителями продукции проделана. Об этом сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района во время утреннего совещания. Однако Рамиль Мулин не исключил, что в будущем удерживать цены будет непросто. Еще один вопрос, который обсудили – ценообразование на продукты питания. Решено минимизировать количество посредников. Для этого планируют создать отдельные точки продаж в торговых сетях, где свою продукцию производитель сможет реализовать напрямую. Такое решение руководством района было принято в связи с ростом цен на продукты первой необходимости. Сейчас ценообразование контролирует ФАС, задействована также прокуратура. К сожалению, никак не понимаю, почему на проблемах и на сложностях кто-то хочет заработать. Конечно, здесь нужно всем мобилизоваться. Я прошу и торговые сети. Надо будет нам с ними собраться, переговорить, предложить варианты. Это собственникам торговых центров тоже определить площадки для реализации фермерской и собственной продукции. В целом, я считаю, что нам надо научиться производить ту продукцию, которую потребляет город, рядом город есть набережные Челны, и делать сельское хозяйство более эффективным. Прилавки цветочных магазинов Казани почти опустели. С них исчезли голландские розы, герберы, крупные одиночные хризантемы и лилии. Почему теперь букет неполный, читайте в интернет-газете «Реальное время». От проектов местных до проектов федерального масштаба реализацию программ на 2022 год сегодня рассмотрели на заседании Президиума регионального отделения «Единой России». Его провел Фарид Мухаммедшин. Затронули и вопросы импортозамещения. Сегодня же наградили активистов, которые участвовали в сборе гуманитарного груза для вынужденных переселенцев из Донбасса. Как отметил Фарид Мухаммедшин, всего из Татарстана товары первой необходимости доставили 6 фур. Общими усилиями собрано почти 100 тонн груза. Даже, сдавали, приходили туда добровольно люди, которые связали шерстяные носки, и другие утварь. Это добровольная востребованность людей помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. Более 1000 человек Татарстан принял, беженцев из Донбасса, из Луганска. Мы их устроили, во временные пункты пребывания. Ряд вопросов решили по излечению, оказанию медицинской помощи. Приехали же и раненые люди, и больные. Молодые IT-специалисты ищут инновационные решения для популяризации татарской культуры и изучения татарского языка. В Казанском IT-парке в рамках подготовки к форуму «Казан Digital Week» состоялось интеллектуальное соревнование «Татар Бухакатон». Результат большого мозгового штурма представили 29 команд школьников и студентов. Слет знатоков IT был посвящен татарскому профессору, разработчику искусственного интеллекта Раису Бухараеву. Что придумали современные специалисты информационных технологий, кто стал победителем, узнаем из репортажа. Школьники из Казани и Зеленодольска, объединившись в команду «Мама, не забирай компьютер, нет», придумали настольную игру. Она помогает изучать татарский язык. Участники по очереди должны называть слова, включающие в себя заданный слог. Эта идея у младшей лиги хакатона получила главный приз – сертификат на 45 тысяч рублей. 3 дня здесь были, получается, там первый день, можно сказать, практически его не было, потому что мы там с 5 часов уже вечера пришли и начали делать продукт. И потихоньку наш проект собирался, и в итоге мы сделали хороший MVP. В «Татар Бухакатон» участвовали 29 школьных и студенческих команд из разных регионов страны. Участникам дали 42 часа, чтобы с нуля разработать IT-проект по популяризации татарской культуры или придумать решение, которое поможет в обучении татарскому языку. Соревнования интеллектуалов посвятили татарскому профессору, разработчику искусственного интеллекта Раису Бухараеву. Он работал в КФУ и создал прообраз IT-лаборатории, автор более 130 научных работ в этой сфере. Разработки нашего земляка легли в основу создания лингвистического процессора. В свое время он уже тогда создавал лабораторию искусственного интеллекта, и мы даже говорили, что ты там придумал, искусственный интеллект, что интеллекта не хватает, что ли. Но он вперед смотрел уже, и по его стопам его последователи
проводит работу. Уже нынешние последователи Бухараева на хакатоне придумали приложение, которое на видео с татарской речью автоматически накладывает русские субтитры. Еще появилась игра «Гонки», где по ходу можно изучить татарский. Эти и другие проекты оценивал жюри во главе с сотрудниками Академии наук Татарстана. Татар-Бухкатон – это как раз площадка, где предоставляется возможность реализовать участникам проекты для татарского языка, то есть IT-решения, IT-сервисы именно для татарского языка. Если сегодня мы говорим о том, что важно, чтобы татарский язык жил, он должен жить как в технологиях, так и у молодежи. Среди студентов победителем стала команда «Книту КАИ». Они разработали портал для интерактивного изучения татарского языка. Главная особенность – чат-бот, с которым можно поговорить на любую тему. Проект получил приз – 70 тысяч рублей. Перед нами была задача, нужно было сделать образовательную платформу для популяризации татарского языка. Мы сделали платформу, версию для телефонов, для компьютера, на ней был функционал. Победители и призеры хакатона смогут пройти стажировку в Академии наук. Также команды будут презентовать свои проекты на форуме «Казань Digital Week», который должен состояться в сентябре. Ради Фархулин, Дмитрий Аринин, Эльдар Софиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ «Казань». 99 лет побед. Сегодня свой день рождения отмечает Всероссийское спортивное общество «Динамо». За эти годы под бело-голубыми знаменами выросло не одно поколение олимпийских чемпионов. Свою лепту в летопись блестящих побед внесло и татарстанское отделение. С 1998 года Совет «Динамо» возглавляет Азгат Сафаров. 6 татарстанских динамовских спортсменов завоевали медали на последней Олимпиаде в Токио. Золото покорило сараперистке Марте Мартьяновой, серебро у пловца Александра Красных, а также у 3 волейболистов – Максима Михайлова, Артема Вольвича и Валентина Голубева. Бронзовую медаль привез боксер Имам Хатаев. Сегодня общество «Динамо» – это 11 видов спорта, от стрельбы до хоккея на траве. В планах у коллектива и предстоящий вековой юбилей. В следующем году Татарстан выбран местом проведения всероссийских динамовских игр. 2,5-3 тысячи участников, значит, 9 видов спорта. Я думаю, что приедут сюда и руководители коллективов, это 80 с лишним регионов России. Будет каждый регион бороться, это понятно, надо. Каждый хочет попасть в историю, именно столетней. Общество «Динамо» – это то общество, где скрупулезно тебя понимают, дает ту инерцию, которая позволит тебе достойно выступить на любых уровнях соревнований и показать, что по большому счету ты не зря прожил эту жизнь. «Динамо» оказывает достаточно серьезную поддержку спорту, российскому спорту. Большинство из представителей сборной команды России по плаванию являются представителями общества «Динамо». И хотелось бы отдельные слова благодарности выразить, конечно же, республиканскому отделению общества «Динамо» за неоценимую поддержку, которую они оказывают. Казанский гимнаст Даниил Маринов завоевал золотую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике. Он стал лучшим в упражнении на перекладине. Кроме этого, взял бронзу в вольных упражнениях. Таким образом, наш гимнаст занял пьедестал вместе с чемпионами Олимпийских игр в Токио Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Артуром Делалаяном. У ребят золотые и серебряные медали. Участниками чемпионата России в Казани стали 350 спортсменов из 43 регионов России. Татарстан был представлен 17 атлетами. По итогам состязаний состоится отбор в национальную сборную. За выступлениями спортсменов наблюдал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Он специально приехал в Казань. Уже 22 мая он в Татарстане представит шоу «Легенды спорта» с участием лучших спортсменов сборной, в том числе победителей чемпионата в Казани. В тех регионах, в которых мы проводили наши мероприятия, гимнастическое шоу «Легенды спорта», количество детей, занимающихся спортивной и теми видами спорта гимнастики, увеличилось в 2 раза. Поэтому я надеюсь на то, что мы делаем очень правильную работу. Ватерполисты казанского «Синтеза» выиграли 3 матча из 3 на предварительном этапе Кубка России. Игры происходили в подмосковной Рузе. Последняя встреча завершилась полным разгромом хозяев бассейна «Штурма-2002». Действующий чемпион страны «Синтез» с первых минут захватил инициативу и повел в счете. А все 3 периода команда увеличивала разницу, а финальный свисток зафиксировал итоговый счет 19-5. По итогам предварительного этапа заводчане заняли 1-е место в своей группе «Б». Подопечные Реваза Чамахидзе в полуфинале встретится с командой «Балтика», которые в своей группе заняли 2-е место. Финал 4 Кубка России пройдет в Астрахани 25 апреля.
Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. И в завершении программы про ледоход. Судя по всему, весне все же быть. В этом убедился наш оператор Александр Лихачев. Карта платежной системы МИР от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание, до 10% на остаток, кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Насыщенная деловая программа, отраслевая выставка с 19 по 21 апреля в Казань-Экспо. Хотите быстро и безопасно купить или продать квартиру? Обращайтесь в компанию «Жилье Групп». Квартиры в Светлой долине с ипотекой 0,1%. За 30 лет переплата всего 91 тысяча рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Здравствуйте! В выходные в большинстве районов республики в зоне активных циклонов выпал снег. Устойчивой и теплой такую погоду назвать будет сложно. О погоде на вторник чуть позже. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца апреля бесплатный выезд на замер. Записывайтесь по телефону 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник в Бугульме, Бавлах, Азнакаево осадки пройдут уже не повсеместно, а лишь местами. Температура станет выше. Не обойдется без осадков в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Тут прохладно, днем +5. Все устали от непогоды, осадков и порывистого ветра. Но, несмотря на все природные аномалии, тепло уже на пороге, и весна в ближайшие дни возьмет все в свои руки. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши пока сыро и холодно. Одевайтесь по погоде, в ночное время возможны заморозки на почве. Активный циклон с запада задерживает приход настоящего весеннего тепла и на северо-западе республики. Ночью около нуля, а днем всего +3. В Болгаре, Држаном, Буинске влажная и прохладная погода, временами с дождем. Днем температура повысится до +8. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше также не обойдется без дождей. Разброс дневной температуры от 4 до 13 градусов. И еще одна полезная информация. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Спрашивайте в аптеках Фармленд. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций.
О погоде в столице. В Казани будет пасмурно, временами с дождем. Ночью +3, на почве местами заморозки, а днем 5 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха по-прежнему высокая, 94%. В магнитном поле Земли спокойно, но погодные условия неблагоприятны для самочувствия. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.